Сегодня 1 апреля, никому не веря. Ну, знаете, чем я занимаюсь? Столько у меня платков, вот посмотрите. Я их вот так вот сворачиваю и собираю. Специально искала такую сумку, и мне это Ляля дала, Эльзеева Ляля. Главное, у меня 100 сумок было, и когда надо, стало, ни одной нету. Ну и вот, что-то летнее тоже сюда попало. Все, которые нужно было одевать, накрывать на голову зимой, осенью, я вот решила в этот пакет, или как назвать, сумку, собрать все. Специально искала такой, чтобы видно было, где какой взять, если что надо. Ну, продолжаю. Вот такая, посмотрите, палантин какой. Я его, правда, еще ни раз не одевала. Почему у меня много? Я многие свои платки, шали подарила многим, но и мне многие дарили. От мамы что-то осталось. Вот, кстати, ее платок, который она сама вышивала. Сейчас покажу. Это вот чистый шелк. Что это такое? Не поняла, что-то беленькое. Это вот тоже шелковая такая. Так. Такого же цвета. Только видите, какая красивенькая. Шерстяной платок. Ну, я же сказала, то мне дарили, то от мамы осталось, то на праздниках раздают платки. Так попадала. Покупала. Многое покупала сама. Раньше я не одевала платков. Все время ходила без платка. Редко, когда зимой что-то одевала, так. А так, все время без платка. Мама Джальбет Люболук все время говорила: адам арасы болғанса, ұялмаймыса, жаулықсыз айланырға, чалбаш деп. Так она меня ругала. Ну, я отнекивалась, говорила: с чем мне платок? Мне и так хорошо, пусть волоса дышат, я так говорила. Вот. Теперь мамы нет, и у меня платокомания. Вот. Посмотрите, какие платки. Это чистый шелк, материя. Нитки, посмотрите, шелковые золотые нитки. Это ручной работы. Вот такой платок. Сейчас я покажу. Встану. Вот такой работа такая. Ручная. Это мама сама вышивала. Золотая швейка была мама. У нас мама вообще шила людям там в Киргизии. Одежду шила. Надо же было вдовушке как-то прокормить своих дочек. Вот. Она могла костюмы мужские шить, платья женские. Нас обшивала, всегда мы были как бы самые нарядные на нашей улице. Так, наверное, сюда пакетик еще нужно, да, девчонки? Пока положу так отдельно. Ну вот еще из серии, которые любят носить наши горцы. Это и дагестанцы, чеченцы, ингуши. Это вот тоже шелковый платок. У меня даже 2, кажется, таких вот. Я буду одевать их. Вот, посмотрите, какие они шелковые. Так вот. Я, кстати, сушила. 3 или 4 дня висели у меня на улице. Наверное, все смотрели, чего она там их. А вот еще шелковый. Чего она их там держит? Эту, наверное, буду скоро одевать. Красивый цвет такой. Вот. Ой, мамочки. Что там, сколько времени? Ой. Кто сюда принес этот кинжал, а? Посмотрите, какой у меня кинжал. Вообще-то я, если что-то старинное, ой, ноги, господи. Что-то старинное встретится в моей жизни, я забираю. В смысле, где не нужно. Где металлолом собирают, я там его нашла.
сдают на талон. Интересно, смотрите, половина нет, вот, видимо, она двойная была, настоящая, вот острая. И она с чего сделана, не знаю, красный металл какой-то. Интересно, не золотой или кинжал? Вот такой. Кто-то сюда принес, он обычно у меня на кухне. Так, просто лежит. Вот какой шерстяной платок еще. Говорят, да это бабушки будут носить. Тебе зачем? Я говорю, ну ничего, я тоже бабушка. Я тоже поношу. Вот такой красивый платок. Нормально, запаха нет. Вообще, все мы должны, любой нации, женщины, носить головной убор. И мужчины. От чего? От облучения солнечного. Ну, еще беречь себя от дождей. Зонтики, наверное, надо носить. Я вот все время зонтик забываю с собой носить и всегда промокаю до костей. Почему нельзя промокать в наше время? Бывают такие дожди, я сама свидетель. После дождя все наши камни, вот на улице, у речки, по улицам, были какие-то оранжеватые. Клянусь я вам Аллахом, оранжевыми стали. С неба вот, это что, или краска, или что, я не знаю. Ну, вот такой дождь был. А представьте, если этот человек намок, промок, и облысение, и облучение, много чего может быть от дождей. Не надо фасонить. Можно фасонить, когда идешь на свадьбу или куда-то такое вот мероприятие, а так ходите в платках. Не обжигайте под солнечными лучами свои красивые волосы, берегите их. Так. Ой, это платок. Ахай, изверги. Я его искала, откуда он взялся здесь. О, Боже мой! Вы посмотрите, что эти варвары сделали с моими вещами. Вот, видите, это моль. Ах вы, ах, заразы какие, а! Кровопийцы, вот их сейчас. Может, и подушки здесь есть, а? Варвары. Что это? Это хуже коронавируса, а? Откуда они взялись? Фашисты. Ой, мама мия. Вот ты весь худела. Қараңыз. Шерстяной платочек, посмотрите, как я его любила. Изрешетили, в сито превратили. Скажите, чем с ними бороться, с этой молью, а? Вот тебе, бабушка, Юрий в день. Из дома 10 дней не выхожу, меня чуть моль не съела.